В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных столетию образования Чувашской автономной области, в целях благоустройства территории образовательных учреждений был объявлен конкурс «Цвети, моя Чувашия». Основной задачей конкурса является улучшение экологического состояния школьных дворов и прилегающей территории. Подготовка к этому мероприятию в Чебоксарской средней общеобразовательной школе номер 47 началась несколько месяцев назад. Ведь нужно было продумать проект и подобрать растения таким образом, чтобы клумбы выглядели красиво и гармонично. У нас есть теплица, и с февраля месяца, с марта месяца мы в теплицах вместе с детьми, Алина Витальевна уже высаживает рассаду и следят за тем, чтобы именно те цветы были, которые нам нужны в рамках концепции, и далее уже высаживаем на клумбы. Клумбы у нас тоже разные фигуры. Есть клумба солнышко, есть клумба бабочка. В этом году ребята вместе с Алиной Витальевной решили 2 клумбы посвятить книгам. Это история Чувашской республики, история города Чебоксары. И, соответственно, они сами концепцию продумывали. Вся территория школы оформлена под девизом «Мы были, есть и будем». Полностью зацветут клумбы к концу июля и будут радовать ребят, учителей и гостей школы. Центральная клумба занята мостом. Старшеклассники этот мост называют мостом будущего, любят на ней фотографироваться. А для нас это Азамат Кибери. Если вы обратили внимание, вокруг этого моста растут разноцветные петуньи. Символ чувашского народа. Конечно же, школьники тоже помогают поливать цветы и ухаживать за ними. Ведь в создание такого красивого цветника было вложено очень много времени и сил. Так как столетие у нас Чувашская автономия, праздник, и мы сделали циферку 100 из цветов, нам показалось это очень интересной идеей, и мы вот воплотили ее на клумбах. Оформили цветники к празднику и в детских дошкольных учреждениях. Все детские сады города Чебоксары принимают активное участие в конкурсе «Цветущая Чувашия». Воспитанники, педагоги и родители ребят Чебоксарского детского сада номер 202 создали цветочную инсталляцию, посвященную юбилейной дате нашей республики. Услугами дизайнера в этот раз мы не пользовались. В этот раз дизайнерами были мы все сами. То есть это администрация, это воспитатели и родители, конечно же. Вот. В прошлом году у нас было много мелкого гравия. В этом году не совсем позволили средства, и в этом году у нас щепа. Но мы думаем, что она как нельзя лучше подошла. Вот этот яркий оранжевый цвет, эти яркие сочные краски. Как раз вот к этой теме столетия чувашской автономии. Чувашский народ обладает богатой и уникальной культурой. Поэтому нашу республику называют краем 100 тысяч вышивок и песен. Бережно хранят чуваши память о своем прошлом. Ведь без него нет будущего. Такие конкурсы формируют у ребят интерес к культуре чувашского народа и его традициям. Элементы озеленения, благоустройства, ландшафтного дизайна помогают создать особую атмосферу, сделать территорию уютной и неповторимой. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.